Доброе утро, Якутия! Вот и наступила долгожданная пятница, и эту неделю мы завершаем вместе с вами, надеюсь, с хорошим настроением. Встречайте это утро вместе с «Утро Якутии», заряжайтесь на утренний позитив и, конечно же, на трудовой лад. Это утро вместе с вами мы начнем с полезного завтрака, а конкретно будем готовить шакшуку, но уже по-израильски. Далее узнаем, какие даты сегодня отмечаются. Вновь вернемся к новостям из мира животных. Узнаем, кого выбрали талисманом Олимпиады 2026 года. Ну а в рубрика «Музейный гид» сегодня пройдет у нас в необычном формате. Она будет сопровождаться сурдопереводом. Также у нас для вас приятный сюрприз. Сегодня мы разыграем пригласительные билеты на концерт Петра Погодаева. Кто не знает, это исполнитель песен Виктора Цоя и своих собственных авторских. Причем на концерт мы разыграем пригласительные не только в Якутске, но и в городе Алдане. Так что, алданцы, будьте внимательны. Ну а во втором блоке мы опять ждем в гости представителей молодежного фестиваля «Мусустар». Ну а завершим наш эфир по традиции музыкальным клипом. Так что оставайтесь с нами, подарим вам хорошее настроение обязательно. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии». QR-код вы можете видеть вот здесь. Следите за последними новостями, эфирами и интересными сюжетами в нашем телеграм-канале. Далее, по традиции, знакомимся с погодой. Итак, сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 23-30 градусов. В заречной группе от 10 до 25, в южных 11-12, в Вилюйской группе 6 и 16, в Нижнеленских 16-20, в западных 5 и 8, в Колымы-Дигирской группе от 3 до 25 градусов мороза, в Янских 15-26, на северо-западе 9 и 11. Температура воздуха в городе Якутске на 6 часов утра составила 27 градусов мороза, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный со скоростью 1 метр в секунду. Ну а днем сегодня преимущественно без осадков, ветер западный до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 7-9 градусов мороза. Долго шла весна тайком от ветров и стужи, а сегодня прямиком шлепает по лужам. Гонит талые снега с гомоном и звоном, чтобы выстелить луга бархатным зеленым. Скоро-скоро быть теплу, эту новость первой барабанит по стеклу серой лапкой верба. Скоро тысячи скворцов с домиком подружат, скоро множество птенцов выглянет наружу. Тучи по небу пойдут, и к тебе впервые на ладошку упадут капли дождевые. Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился, всем, кто проснулся и тем, кто еще не спал. Приятного аппетита всем, кто завтракает в эту минуту. Прямо сейчас вместе с нашим шеф-поваром предлагаем приготовить шакшуку, и не простую, а по-израильски. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Полезный завтрак» мы будем готовить израильскую шакшуку. Для этого нам понадобятся яйца, лук, морковь, томаты и растительное масло, а также томатный сок. Поехали! На разогретую сковородку наливаем растительное масло и выкладываем все овощи. Пока обжариваются наши овощи, мы высвобождаем яйца от скорлупы. Яйца – это всеми любимый продукт, особенно на завтрак. И сегодня готовим израильское блюдо. Так, к обжаренным овощам мы добавляем томатный соус. Роль томатного соуса может сыграть как томатная паста, томатный сок, или, как в нашем варианте, это томаты в собственном соку, протертые через терку. В соус уже можно добавить немного соли, перца
И по вкусу любимых специй. Это может быть орегано, базилик, кинза, укроп, петрушка. Кому что нравится. В наш томящийся соус мы добавляем яйца и накрываем все это дело крышкой. У нас роль крышки на кухне обычно играет сковородка. Оставляем все это дело буквально на 4-5 минут потомиться. А пока что нужно подготовить тарелку и нарезать зелень. Чтобы дополнить и без того яркий и насыщенный вкус нашей шакшуки, мы возьмем зеленый лук, базилик и петрушку. Все это меленько нарежем. Берем нашу импровизированную подачную тарелку. Готовая шакшука. Выкладываем сначала яйца. И потом заполняем оставшееся пространство соусом. Запах невероятный. Украшаем зеленью. Добавляем немного хрустящего хлеба. И наше блюдо готово. А помимо традиционной чашки чая, есть еще 5 способов взбодриться по утрам. Это правильный выбор продуктов. Альтернативой всему известному напитку может быть, например, вода с лимоном, сообщает доктор Питер со ссылкой на Иерусалим-Пост. Вода с лимоном укрепляет иммунитет, благотворно действует на пищеварительную систему, очищает организм, ускоряет обмен веществ, а сам аромат может снимать даже стресс. Второй продукт, который также эффективен, как энергетические напитки, это банан. Эти фрукты богаты клетчаткой и витаминами. Также полезным будет и авокадо, употребление которого может помочь снять усталость и восполнить нехватку витаминов. Еще одним из правильных продуктов называют перемолотые семена чиа, которые способны дать энергию благодаря балансу белков, жиров и клетчатки в составе. В списке продуктов, которые помогают почувствовать себя бодрым, есть, конечно, и шоколад, одно из любимых лакомств сладкоежек. Речь идет о темном шоколаде с содержанием какао не менее 50-70%. Он снабжает организм калием, железом, кальцием, цинком и магнием. Так что выбирайте утром правильные продукты и будьте бодрыми. Каждый год в третье воскресенье марта в России свой профессиональный праздник отмечают работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Это люди, чья работа связана с различной сферой обслуживания, в том числе и работники ЖКХ. И в преддверии этой знаменательной даты сегодня у нас в гостях Александр Иванович Корякин, первый заместитель генерального директора по производству, главный инженер ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Alexander Иванович, мы поздравляем вас с предстоящим праздником профессиональным. Да? Расскажите Спасибо. немного о деятельности предприятия, сколько сегодня человек в нем трудится. Предприятие наше достаточно уникальное. По территориальному присутствию мы сегодня обслуживаем 26 районов нашей республики. Ну и, как вот вы выше сказали, предоставляем услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению. И на нашем предприятии на сегодня трудится более 9 тысяч работников. И, кстати, у нас в этом году юбилей, 20 лет нам исполнилось. Достаточно такой серьезный срок для наших условий. Поэтому вот предприятие такое серьезное очень. Ну, завершается сезон, да, зимний. С какими итогами, показателями вы завершаете ее? Ну, сезон пока идет. До завершения достаточно еще далеко. Конечно, весна для нас, как и для всех, после такой серьезной зимы, долгожданный период времени года. Ну, сезон проходит штатно. Конечно, разные небольшие инциденты в любом случае бывают. А так, в штатном режиме мы прожили вот пиковые морозы. Ну и сегодня мы уже незаметно вошли в следующий цикл, подготовку к следующему сезону.
Ну, я хотел сказать, вот, как я выше отметил, у нас территориальное присутствие очень большое по республике. Некоторых сезонов, например, в Булунском, сезон длится круглогодично. Поэтому какие-то итоги подводить, ну, сейчас немножко рано. Ну вот инциденты какие-то случались, можете привести примеры? Да, ну, как и, наверное, везде, никто не застрахован от каких-то случаев, которые так или иначе случаются на большом производстве. У нас есть выстроенная система, значит, оповещения, центральная аварийная диспетчерская служба, которая мониторит полностью весь процесс непрерывный. Очень оперативно принимается вся информация, соответственно, оперативно принимаются решения, ну и вследствие как бы не допускаются серьезные какие-то последствия. Да? Но делим мы на технологические какие-то сбои, значит, оборудования, и не секрет, есть у нас, когда нам помогают, да, вот в этом году такой антирекорд получился, 11 случаев, когда, значит, нам нарушали, сбивали техникой тепловые сети. То есть это вот, ну, очень много это. Ну, планы на летний период какие? Да, как я вот отметил, у нас такой непрерывный цикл работ, сезон еще идет, а сегодня мы уже готовимся к следующему сезону. Сейчас вот такая горячая пора, зимник работает, и сегодня мы завозим продукцию технического назначения, завозим топливо, чтобы следующий сезон также штатно отработать. Отлично. Александр Иванович, ну у вас есть возможность поздравить своих коллег с предстоящим праздником. Да, я всех наших работников, нашего предприятия, всех работников отрасли хотел бы поздравить с наступающим праздником, пожелать здоровья, благополучия, мирного неба. Пусть все работает штатно и без всяких последствий. Александр Иванович, спасибо вам огромное. Мы также присоединяемся к вашим словам. Поздравляем всех сотрудников, работников ГУП ЖКХ нашей республики. Желаем плодотворной работы, активной, да, как вы сказали, она никогда не заканчивается. Да, с предстоящим праздником и, конечно же, с 20-летним юбилеем. Спасибо большое. Отлично вам отметить его. Ну, а мы далее ненадолго прервемся, после чего продолжим наш эфир. Будет интересно. У нас для вас, как я уже говорила в начале эфира, розыгрыш на концерт Петра Погадаева, исполнителя песен Виктора Цоя. Оставайтесь с нами, будет интересно. Доброе утро, Якутия. В студии Кристина Якупова. Правительство предлагает рассылать уведомления о налогах через портал госуслуг. Сейчас инициатива готовится в Госдуме ко второму чтению. Предполагается, что нормы заработают уже с 1 июля нынешнего года. Для того, чтобы система заработала, гражданину надо будет зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы. Кто не хочет этого делать, будет получать старые добрые квитки в бумажном виде. Новые технологические решения для производства шин, которые были опробованы на полигоне Северо-Восточного федерального университета Втор-Якутия, дали результат. Шины, которые были разработаны благодаря испытаниям в республике, выйдут в серию уже в следующем году. Они будут приспособлены для эксплуатации в суровых условиях при низких температурах. Стоит отметить, что в России аналогов испытательных полигонов с такими уникальными климатическими условиями, которые созданы в Якутии, нет. 12 сотрудников МЧС отправились в экспедицию «Безопасная Арктика» по маршруту Якутск-Среднеколымск. Участники проведут мастер-классы, практические тренировки и товарищеские встречи в каждом районном центре, через которые пролегает маршрут. А сотрудникам Среднеколымского отделения для работы коллеги передадут болотоход. Обратно члены экспедиции планируют вернуться 2 апреля. Федеральная служба судебных приставов по Мирнинскому району традиционно активизирует свою работу по взысканию долгов путем взаимодействия с сотрудниками ГИБДД. За много лет система отработана до автоматизма. Инспектор ГИБДД останавливает транспортное средство, сообщает, что проводится рейд. И тут же подключается участвующий в рейде судебный пристав-исполнитель, который проверяет, не числится ли водитель в базе должников.
Данная операция направлена в первую очередь на исполнение постановлений, именно которые были вынесены на основании протоколов, которые составили сотрудники полиции, чтобы неплательщики, которые не оплатили данные штрафы административные в срок, исполнили его в принудительном порядке. То есть это уже те постановления, которые направлены к нам. Но и попутно будут отрабатываться и другие категории должников, которые именно по кредитам, по ЖКХ и по всем остальным категориям. В столице республики презентовали виртуальную экскурсию по Ленским столбам. В Национальном художественном музее в мультимедийном зале появились VR-очки, благодаря которым можно совершить 16-минутное уникальное путешествие с охватом более 100 километров. У посетителей есть возможность выбрать пеший поход или прокатиться на моторной лодке по реке Лени. Обзор в 360 градусов позволяет увидеть все, что находится рядом. Это и красивое небо, величественные скалы и неописуемые пейзажи. Отметим, что вся виртуальная экскурсия сопровождается комментариями. Посетить музей можно со среды по воскресенье по адресу Кирова, 9. Пробуждение бурых медведей в зоопарке Ортодайду ожидают на следующей неделе. Процесс обычно проходит в течение недели. В зимний сон, который длится 107-109 дней, бурые медведи обычно уходят в ноябре. После пробуждения косолапые сначала разминаются, чтобы разогнать кровь, и поедают снег. Кормить животных начинают не сразу. Специалисты начинают постепенно переводить медведей на обычный рацион. А любимцы публики белые медведи Колымана и Ломоносов в этом году решили отдохнуть от родительских обязанностей и потомством не обзавелись. Всем доброе утро! Сегодня, как мы и обещали, разыгрываем пригласительные билеты на концерт Петра Погадаева, исполнителя песен Виктора Цоя и своих собственных авторских. Сегодня в Якутске 19 марта, и 19 марта в городе Алдане пройдут его концерты. Чтобы стать обладателем вот этих замечательных билетов, вам нужно ответить на вопрос о самом исполнителе. Петр не имеет специального музыкального образования. Вам нужно ответить, на кого он учился и в каком учебном заведении. Ваши ответы мы ждем в течение этого часа на наш телеграм-канал, который вы видите на своих экранах. Это «Утро Якутии». Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и следите там периодически за нашими конкурсами, ну и за другими новостями нашего телеканала. А первые 2 человека, правильно ответившие на наш вопрос, получат билеты на концерт Петра Погадаева, который состоится уже сегодня в Якутске в клубе ТНТ и 19 марта в городе Алдане. В ответах обязательно вам нужно указать, с какого вы города, поэтому, чтобы не случилось никакой путаницы, обязательно будьте внимательны. Желаем вам удачи. Но я напомню, что сегодня у нас 17 марта, и самое время ознакомиться со знаменательными датами и событиями этого дня. На календаре 17 марта. Сегодня отмечают Всемирный день социального работника. День Святого Патрика, одного из почитаемых во всем мире святых. По народному календарю сегодня Герасим Грачевник. У славян день получил такое название, потому что в этот день обычно ожидали прилета грачей. Этот день в истории. 17 марта 1816 года пароход «Элиза» вышел из небольшого английского порта, расположенного в 80 километрах к югу от Лондона, и на следующий день пришвартовался в Гавре и стал таким образом первым в истории пароходом, пересекшим Ла-Манш, пролив между побережьем Франции и островом Великобритания. 161 год назад в этот день императором был подписан манифест об отмене крепостного права. 17 марта, в последний день Масленицы, в прощенное воскресенье, по всем российским церквям во время обедни манифест Александра II об отмене крепостного права был обнародован. В этот же день 1861 года завершился процесс объединения южных и северных итальянских земель в единое государство – Королевство Италии. 17 марта 81 год назад в Вашингтоне открылась Национальная художественная галерея. 17 марта 1960 года в Японии в продажу поступили первые разноцветные фломастеры. В этот день родились Михаил Врубель, русский художник,
Борис Полевой – советский журналист, писатель, прозаик. Рудольф Нуриев – советский британский артист балета, балетмейстер. Курт Рассел – американский актер, сценарист, продюсер. Дмитрий Астрахан – советский и российский режиссер, актер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Именины сегодня отмечают Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Данил, Павел, Ульяна и Яков. Ну а к нам поступило поздравление на наш номер контактный. Нашу дорогую, горячо любимую подругу поздравляем с днем рождения. Желаем тебе всего самого хорошего, светлого и чистого. Всегда оставайся такой же веселой, легкой на подъем и доброй, как ты это умеешь. С днем рождения наша Маша, амбассадор наших ярких будней. И тут прилагается еще фотография, вот такая вот замечательная Мария, именинница этого дня. Мария, мы еще раз вас поздравляем от всей души. Ну а мы далее переходим к новостям из мира животных. Так, жительницы Китая продали редкого медвежонка, выдав его за собаку. Конечно, ничего смешного, но так случилось. Она решила обзавестись тибетским мастифом, но приобретенный ею щенок через пару лет вдруг встал на задние лапы и попробовал так ходить. Женщина всерьез встревожилась, сообщает издание Mirror. Обратившись к экспертам, хозяйка узнала, что на самом деле ее любимец никакой не пес, а настоящий черный гималайский медведь. Эти звери признаны сегодня редкими и находятся под угрозой вымирания. Их нередко продают за крупные суммы на черном рынке. Представители природоохранной организации прибыли за животным и вывезли его, на всякий случай вколов транквилизаторы. Отмечается, что молодой мишка за все время пребывания в доме не проявлял агрессии к людям. К моменту разоблачения его вес достиг 115 килограммов. Женщина поделилась с зоологами, что всегда испытывала страх перед медведями. А ее питомец с первых дней шокировал ее своим аппетитом. Ежедневно ему требовалась коробка фруктов и пара ведер лапши. Ну а далее о собаке уже реальной, которая стала звездой социальных сетей. Пес по имени Бекон из-за своей физиономии схож на ворчливого старика. Выразительная мимика заменяет ему тысячи слов. Так, благодаря своей мордочке он может выразить десятки эмоций. У Бекона растет внушительная борода с усами, большие глаза то и дело сощуриваются в вечно осуждающий взгляд. Хозяева питомца рассказывают, что Бекон помесь пекинеса, чихуахуа и таксы. И вот такая вот примесь и необычная внешность принесла Бекону почти 30 тысяч подписчиков в популярных соцсетях. Подписчики сравнивают пса с различными персонажами, то с героем «Звездных войн», магистром Йодой, то с актером Сэмюэлем Джексоном. Ну а теперь настало время узнать, кого же выбрали символами предстоящей Олимпиады 2026 года, которая пройдет в Милане, в Кортине де Ампеццо в Италии. Символом пока еще не утвердили, осталось дождаться официального одобрения. Так, жители Италии, а точнее учащиеся одного из институтов Катанзаро, выдвинули в качестве символов предстоящих Олимпийских игр горностаев, обитающих в итальянских Альпах. В ходе голосования за них отдали свои 53% участников отбора. На второй строчке разместился Эдельвейс. Всего в конкурсе приняло участие 1600 заявок из 82 школ итальянской провинции. Учащимся предложили задействовать фантазию и продемонстрировать креативные способности посредством представления предложений по дизайну талисманов, которые, на их взгляд, смогут представить Олимпийские и Паралимпийские игры. Дизайн персонажей создали учащиеся института Катанзаро, однако животного представили в белоснежной шубке, а другого в бурой.
такие вот интересные новости. Рубрика Национального художественного музея «Музейный гид» с этого года обновила свой формат. Это связано с развитием лучших практик социализации и творческой реабилитации людей с ограниченными возможностями. В рамках проекта «Музыка для всех» мы адаптируем ее для глухих и слабослышащих, вовлекая людей в культурную жизнь на равных правах. Музей и наш телеканал решили поддержать эту инициативу якутского отделения Всероссийского общества глухих. Теперь наша рубрика будет сопровождаться русским жестовым языком. А подобные инициативы помогают сделать социальную среду доступной и комфортной для разных людей через ресурсы культуры и искусства. Сын последнего юкагирского шамана, верный сын юкагирского народа, заслуженный деятель, народный художник Республики Саха-Якутия Николай Николаевич Курилов. Сегодня трудно представить историю юкагирской литературы, юкагирской графики и живописи без имени Николая Николаевича Курилова. Удивительный человек, который на протяжении всей своей жизни осуществляет мечту, через изобразительное искусство оставляет память о своем народе, о жизни в тундре. С детства знающий, любящий тундру Николай Николаевич стал самобытным художником, поэтом, писателем, фотографом. И чем бы он ни занимался, он всегда запечатлевает традиции, обычаи, народ, природу. В экспозиции Национального художественного музея представлены потрясающие его графические листы в технике аппликации. Художник много сил, творческого вдохновения отдает, чтобы показать красоту Крайнего Севера. Это гимн жизни, симфония звуков, красок, запаха тундры. И, глядя на эти работы, можно услышать скрип белого снега под ногами оленей, шепот северного сияния, крик птиц. Тундра оживает и освещается солнцем. И приходит осознание, что олени будут всегда, будет северное сияние, мир вечен и прекрасен. Вот так кистью, пером художник восстанавливает утраченные ценности народной культуры и искусства. Как накуролесила пурга, все смешала, но она, игравшись, отпустила звезды в небеса, обернулась северным сиянием. А теперь мерцает с высоты, разноцветием нас с тобою радует, и с улыбкой на свои труды из-за шторки сполохов поглядывает. Ну а впереди нас ждут выходные. Помимо посещения музея можно пойти, к примеру, в кино или на концерт Петра Погадаева, например. Сегодня в Якутске состоится его концерт, а 19 марта он пройдет в городе Алдане. Молодой, талантливый музыкант, родом из Тампонского района, Петр Погадаев, который получил известность благодаря исполнению песен Виктора Цоя и группы «Кино». И мы сегодня разыгрываем пригласительные на его концерт непосредственно сегодня в городе Якутске. Эти два пригласительного, 2 билета получит человек, который правильно ответит на вопрос. Петр не имеет специального музыкального образования, нужно вам ответить, на кого же он учился и в каком учебном заведении. Ваши варианты ответов мы ждем в нашем телеграм-канале «Утро Якутии», поэтому подписывайтесь и пишите нам, успевайте.
То, что он похож на кумира 80-х, заметили еще в школе. В 14 лет, когда мама подарила ему гитару, парень всерьез увлекся творчеством Виктора Цоя. В моем селе очень много людей, которые любят творчество Виктора Цоя. Также Яди повлиял на творчество, принес кассету. Там я услышал, познакомился с творчеством Виктора Цоя. У меня было такое очень сильное желание научиться петь, как Виктор Цой. Это было там такой очень и сильный, яркий всплеск, такой мечта, можно будет сказать. Отличная песня. Но широкая популярность к исполнителю пришла после съемок художественного фильма о Викторе Цое, где он записал вокальные партии главного героя. Удивительная похожесть голоса и исполнения поражает многих. Теперь сын оленевода из Томпов вместе с группой музыкантов колесит с концертами по городам России. На родине, в Якутии, зрители его встретили особо тепло. Многие, кто ходит на концерты, как и сам Петр, знают Цоя только по его песням. При этом популярность певца не становится с годами меньше. Энергетика, она все равно осталась у многих людях в памяти, заложена в голове каждого человека. Те, кто вырос на его песнях. И родители также, как сказать, приучают, дают слушать. То есть новое поколение, передают новое поколение с поколения. Виктор Цой — это легенда. Петр пишет и свои авторские песни, и, несомненно, его кумир повлиял на творчество. Люди очень заинтересованы тем, что происходит на сцене. Это бывает редко, я вам честно скажу. В своих песнях у Петра очень развита тема лирики. Есть такой свой взгляд на мир, который близок многим людям разных поколений. Сейчас есть мини-альбом, который мы уже исполняем. Вот также есть еще песни, которые мы пока никому не показываем, они в работе. И что нравится, то что песни, чем дальше они становятся лучше. То есть Петр совершенствуется. Соответственно, есть с чем работать, есть к чему стремиться. То есть это не разовые какие-то проекты, это долгосрочные, я надеюсь, перспективы проекта. Новые города, новые песни ждут талантливого автора и певца. Я хочу больше, конечно, передать в своих песнях то же самое, что и делал Виктор Робертович. Вдохновлять людей, молодое поколение в первую очередь. Дарить любовь. Любовь спасет мир. Туяра Филиппова, Виктор Дичковский, Якутск. Что ж, я напомню, что мы разыгрываем пригласительные на концерт Петра Погодаева. Город Якутск у нас принимает активное участие, а вот город Алдан, мы все еще ждем ваши варианты ответов, потому что 19 марта именно в вашем городе пройдет концерт исполнителя песен Виктора Цоя. Человека Виктора Цоя, чьи песни будет петь не одно поколение, не только в нашей стране, но и по всему миру, я так считаю. Поэтому не упустите возможность посетить концерт, провести замечательно свой досуг. Ну а чтобы посетить культурные места для молодежи, надо иметь только пушкинскую карту. Этот проект стартовал по всей стране еще в 2021 году, и по развитию его возможностей были расширены. Напомним, пушкинская карта – это молодежная банковская карта, позволяющая лицам от 14 до 22 лет покупать билеты на культурные мероприятия и в кино за государственный счет. Деньги школьникам и студентам поступают на карту каждый год до момента, пока ее держателю не исполнится 23 года. Рассказываем, где искать, куда пойти по пушкинской карте в 2023 году, какие у нее лимиты и как ее оформить.
В 2021 году по инициативе президента России была запущена новая программа для молодежи под названием «Пушкинская карта». Специальная банковская карта платежной системы «Мир» позволяет лицам с 14 до 22 лет расплачиваться при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счет таких карт направляет государство, и работает она на территории всей страны. Действие карты не зависит от места проживания. Зарегистрироваться и подтвердить аккаунт на сервисе госуслуги. Для этого нужны паспортные данные и СНИЛС. Для оформления пластиковой карты следует обратиться в Почта-банк с паспортом и СНИЛС. Главный плюс карты в безвозмездности. Ее выпуск и обслуживание бесплатные, а средства ежегодно перечисляют из бюджета. Виртуальная карта действует год с момента оформления и перевыпускается автоматически. Перевыпуск физической карты осуществляется в офисе банка. Лимит по Пушкинской карте остался прежним – 5000 рублей. Он обновился 1 января 2023 года. Всего Пушкинскую карту в России оформили 7 миллионов молодых людей. Это больше половины всей молодежи нашей страны. По ним было приобретено более 21 миллиона билетов на культурные и развлекательные мероприятия. Пушкинскую карту принимают не только в театрах, музеях и концертных залах, но и в кинотеатрах при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. По карте ограничивают количество средств на посещение фильмов до 2000 рублей с полного лимита. Так, во всех случаях у молодежи остается 3000, которые можно потратить только на высокую культуру и искусство. Принцип оплаты Пушкинской карты 2023 ничем не отличается от обычной повседневной оплаты карты, однако списать средства с карты можно только для оплаты билета на события, участвующие в программе. Иные операции невозможны. С данной картой запрещено приобретать билеты для друзей или родственников. Кроме того, приобретаемые билеты по Пушкинской карте являются именными. При входе на мероприятие контролер может проверить ваш документ. Категорически запрещается пользоваться чужой Пушкинской картой или приобретать билеты на 2 человек. Также невозможно самостоятельно пополнять баланс, снимать и переводить деньги на другие карты. Выбрать спектакль, мюзикл, концерт, экскурсию и приобрести билет на мероприятие по Пушкинской карте 2023 можно на сайте yandex.афиши в специальном разделе или в приложении ЕКТ Афиша. Полная афиша мероприятий и учреждений доступна держателю карты в мобильном приложении «Госуслуги. Культура» и на портале kultura.rf. Для оплаты билета в приложении смартфона необходимо выбрать мероприятие, задать опцию «Оплата онлайн», ввести реквизиты и подтвердить списание средств. В кассах музея или театра покупка совершается через обычный терминал для безналичных расчетов. При отказе в попытке приобрести билет необходимо сначала уточнить данные по мероприятию, запросить лимит по карте или звонить на горячую линию в Министерство культуры по телефону 8 800 100 06 45. В случае, если оплата состоялась, но билет не пришел, а деньги при этом списали, нужно звонить на горячую линию в Министерство культуры или на горячую линию банка. Если приложение госуслуги «Культура» выдает ошибку «Операция отклонена», следует обратиться в банк, выпустивший карту, позвонить на его горячую линию или написать техническую поддержку. Ну а далее наш эфир продолжит свежий информационный блок. Передаю слово своей коллеге Кристине Якуповой. В 2023 году во всех субъектах России должна быть завершена работа по внедрению регионального инвестиционного стандарта. Об этом сообщил замминистра экономического развития Мурат Кирефов. Ключевым механизмом, который позволяет ускорить реализацию инвестпроектов, является внедрение системы поддержки новых проектов. Эта работа ведется по поручению президента Российской Федерации. В прошлом году проект стартовал в 12 пилотных регионах, потом к ним присоединились еще 33, а теперь в эту работу включились и все оставшиеся. Темпы замены лифтов в 2023 году резко выросли по сравнению с прошлым годом. До 2025 года требуется заменить порядка 85 тысяч лифтов. Средняя стоимость одного – около 3 миллионов рублей. Только в 22 регионах в планы по капремонту включены все лифты. В большинстве регионов не планируется заменить большую часть, около 50 тысяч, не попали в программы капремонта на ближайшие годы.
Мастер-класс по приготовлению традиционной якутской кухни прошел в Аймиконском улусе. Его провел профессор кафедры пищевых технологий Константин Степанов. Мероприятие прошло в рамках научно-методической конференции, посвященной проведению Исэ Халанхо. Блюда готовились из повседневных местных продуктов. Все остались довольны результатом. Я не только показываю, как я готовлю, я им рассказываю полезность этих, совместимость этих продуктов, когда их собирать, где хранить, и как их готовить, и готовить как и на праздники, и на будничные дни. В Амгинском лицее имени Леонида Киренского прошел улусный форум «Школа пространства возможностей». Он приурочен к году педагога и наставника и ко дню рождения Алексея Кулаковского. Учащиеся лицея представили свои научно-исследовательские проекты, рассказан опыт лаборатории детства по развитию талантов и одаренности детей. Проведены стратегические сессии для учителей и школьников. В ходе стратегической сессии участники обсудили вопросы развития образовательной среды в современных реалиях. В работе форума приняли участие более 100 педагогов и активистов детского движения. По итогам будет разработан проект для сетевого взаимодействия школ Улуса. Цель форума, во-первых, конечно, это обмен опытом, а во-вторых, самая главная цель – объединиться вокруг одной идеи всем школам, выйти на взаимодействие сетевое для развития наших школ, наших детей и вообще для развития нашего Улуса. Девизом форума является слова «Все вместе, все преодолеем». Телебашня Якутска загорится желтым цветом в поддержку солнечных детей 21 марта. Ежегодно в этот день отмечается Международный день людей с синдромом Дауна. Акция призвана поддержать семьи, воспитывающие детей с солнечным диагнозом. В Якутии ежегодно акцию проводит благотворительный фонд поддержки детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья «Харысхал». К этому часу у нас вся информация. Мы продолжим следить за развитием событий. Доброе утро. Как вы поняли, мы продолжаем говорить о молодежном фестивале «Мусустар». Сегодня у нас в гостях представитель Булунского улуса, который приехал участвовать в молодежном фестивале «Мусустар». Это Вадим Бобровский, начальник отдела по социальному развитию администрации муниципального района Булунского улуса. Он же является координатором волонтерского штаба. Вместе с ним сегодня Кирилл Невмержицкий, ученик 11 класса Арктической гимназии, участник площадки «Мир цифровизации. Моя профессия IT». Ребят, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Вадим, ну первый вопрос к вам, да? Впервые ли участвует Булунский район вот в подобном мероприятии в Мусустар? Да, мы впервые участвуем. В связи с тем, что долететь до города Якутска, у нас стоимость билетов зашкаливает. Да. Предел, да. Далековато. И еще. Администрация Булунского района не может оплатить. Это порядка 2 миллиона 800. И администрация района приняла решение написать председателю правительства Андрею Владимировичу Тарасенко, на что он откликнулся нам и помог, привез делегацию из 30 человек. О, как здорово. Да. Ну и так вас достаточно много, да? Ага. На каких треках, площадках вы будете принимать участие? Ну, тут волевое решение гулять так гулять. И мы приняли решение участвовать во всех треках фестиваля. То есть все 30 человек во всех треках? Да. То есть это возможно, да? Это возможно. Ага. Ну как готовились к фестивалю? Возможно, да. Идет подготовка сейчас. Проводился мини-фестиваль районного отбора, да. Провели фестиваль, выявили победителей. Эти победители прилетели в город Якутск. Сегодня прилетают еще 5 человек. Вот. Ну, подготовка была очень хорошая. Надеюсь, что мы выиграем. Вадим, но ты участвуешь в направлении, да, в треке «Моя профессия IT», да? Да. Увлекаешься компьютерами.
Ну, моя профессия IT — это конкурс, который позволяет тебе реализовать себя скорее как командная единица. Ты, получается, вместе со своей командой создаешь проект на благо общества, который, возможно, будет иметь под собой какой-то фундамент. А сколько у вас человек? У вас команда, да? Так, ну, в команде у нас 3 человека. Команда собиралась так, чтобы была связь в команде, чтобы в случае каких-либо стрессовых ситуаций мы не рассорились и просто не разбежались, а собрались и с новыми силами продолжали стремиться к успеху. Ага, ну вы между собой знакомы? Да, мы знакомы между собой, дружим, общаемся. Отлично. Ну, мне кажется, это очень важно, да? Да, по сути, во всех таких проектах команда — это самое главное. А вообще вот какие-то до этого, может быть, конкурсы были, да, по этой сфере? Есть какие-то успехи? Ну, в принципе, у нас в этом году открылся IT-центр в нашем поселке, и благодаря этому открытию появилась возможность участвовать в таких конкурсах. По сути, раньше такой возможности у нас в поселке не было. Это в каком поселке? Поселок Тикси Булунского улуса. Ух ты, передаем привет, да, Да. поселку Тикси. Ага, Вадим, ну вообще, насколько молодежь активно сегодня участвует в таких масштабных мероприятиях, фестивалях? Да, мы участвуем, мы только за. Была бы возможность, мы бы каждый день участвовали в подобных. Так, ну, участвуем онлайн, как получается, ну и в малых количествах приезжаем. Ну, насколько вообще молодежь Тикси сегодня активная? В каком направлении больше, не знаю, развивается? Так, ну, как сказал Кирилл, IT-центр открылся в Тикси. Мы сейчас, получается, администрация полностью направления в IT. Так что молодежь у нас сейчас в IT-центре развивается. Да. Ну, чего ждете от фестиваля? Какие ожидания, волнения, возможно, поделитесь? Ну, волнение, конечно, есть. Впервые участие в таком конкурсе. И если ты у себя локально в поселке принимаешь участие, ты еще как-то спокойно реагируешь, потому что практически всех знаешь. А тут от тебя требуются огромные усилия, которые нужно приложить к созданию проекта, чтобы сделать реально хороший продукт. Ожидания, ну, у нас вполне хорошая команда, и я думаю, что мы сможем достойно себя проявить. А сегодня уже что-то есть на повестке? Да, у нас сегодня конкурс All Star в 11 часов. У нас девочка Эстелла Кирсаненко выступает, 11 класс, Тиксинская школа номер 2. Идем сейчас ее поддерживать всей командой. Здорово. Ага. Кирилл, ну а ты определился с будущей профессией? Ну, как несложно догадаться, я собираюсь дальше пойти вот в эту сферу IT, которая невероятно обширна и подразумевает под собой большое количество направлений. Я хочу и дальше заниматься вот этой проектной деятельностью на благо общества, стремиться к чему-то хорошему, что будет позволять людям жить легче. Вадим, а вы свою жизнь с чем планируете связать? С Арктикой, с Булунским районом. Дальше работать, развивать. Да, Арктику. Да, здорово. Что ж, ребята, огромное вам спасибо. Такие, не знаю, точно думаю, все у вас получится, все впереди. Спасибо. Обязательно, да. Удачи вам, успехов обязательно на фестивале, да. Удачи, победы. Думаю, Булунский улус и поселок Тикси будут держать за вас кулачки обязательно. Да. Но мы, пользуясь случаем, еще раз передаем всем жителям поселка Тикси огромный привет. Спасибо, что смотрите. Смотрите «Утро Якутии». Ребят, спасибо. Ну, а я хочу подвести итоги нашего розыгрыша на концерт Петра Погадаева, исполнителя
песен Виктора Цоя. Сегодня вот эти вот замечательные 2 пригласительных билета отправляются. Светочка есть такая у нас в телеграм-канале. Правильный ответ. Петр Погадаев учился в горно-геологическом техникуме поселка Хандыга. И учился он на бульдозериста. Светлана у нас с города Покровска. Светлана, вам нужно успеть срочно приехать в город Якутск, ну, либо связаться с родственниками, с друзьями, которые проживают в городе Якутске, и через них получить пригласительные билеты на концерт, который пройдет уже сегодня в городе Якутске. Мы с вами свяжемся, будьте на связи, обязательно отвечайте на наши звонки. Ну а на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были с нами всю эту неделю. Обязательно чаще гуляйте на улице, на свежем воздухе. Кстати, заговорили о погоде. Хочу напомнить, что сегодня на 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 27 градусов. Ну, достаточно так прохладно, я бы сказала. Ну, а днем нас ждет день без осадков. Ветер подует со скоростью 3,8 метров в секунду, западный. Скорее всего, будет, ну, тоже ветрено, да. Сегодня температура воздуха днем составит 7,9 градусов мороза, поэтому погода обманчива, обязательно одевайтесь теплее. Спасибо, что всю эту неделю были с нами. Я желаю вам отличных, плодотворных, хороших, шикарных выходных, чтобы с новыми силами встретить новую неделю вместе с «Утро Якутии» на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. До встречи в понедельник в 7 часов утра.
Thank you.